Давайте я еще раз представлю, может быть, кто-то не знает, у нас вот справа от меня, слева от вас Сергей Анатольевич Кульман, пастор из города Хабаровск. Наш епископ, также пастор церкви «Живая вера», город Владивосток, Андрей Александрович Монтросов и Алексей Владимирович, пастор церкви «Соль земли» из города Петропавловск-Камчатский. Весь Дальний Восток собрался, и прежде я хотел бы спросить, чтобы как-то нам, не знаю, разломать лед. Не первый раз уже в Якутии, для кого-то вторая, для кого-то третья, для кого-то там, я не знаю, какая уже поездка по Якутии. Коротко можете поделиться впечатлением вообще? Все классно, коротко. Но на самом деле очень хорошие такие ощущения. И когда есть возможность служить братьям и сестрам, и когда есть определенный отклик, и когда нам рады даже, а мы рады всем вам, правда, это очень хорошо. Поэтому слава Богу, что вы есть, и не только вы, а вот куда мы аж на 1000 километров туда ездили. Так что слава Богу, что есть братья и сестры. Для меня всякий раз такая поездка — это отдушина раз в год, потому что мы вместе с братьями, и вот в этот раз Семен, наш благословенный брат, он нас вез, он нам служил, мы впятером, мы так замечательно провели время. Всякий раз, когда я в такую поездку езжу, это даже больше для меня, чем для кого-то, мне нужно. Ну и, конечно же, мы хорошо потрудились, там, в Вилюйске, в Сунтарах. И мне очень приятно видеть, какие перемены у вас, такая динамика идет, зал наполняется, людей все больше, смотрю, новые лица. Здесь в самом зале столько изменений, аппаратура, вот трансляции ваши, смотрю, какое качество, уже уровень. Вот, но очень рад за это, очень рад. Я третий раз здесь у вас, и очень приятно. Кого-то уже вижу несколько раз, кого-то вижу впервые, и это говорит о том, что церковь растет, живая, и вот все у вас здесь так, знаете, красиво преображается в церкви. Я вот даже просто сейчас сходил, знаете, снял вот эту вот камеру для барабанщика, клетку. Мне тоже такое просят, и есть что слямзить даже, простите за выражение. Вот. Просто приятно очень. Знаете, холодно на улице, тепло внутри, слава Богу. Сегодня прошли, знаете, я отвык от мороза. И прям щеки прям так, знаете. У нас весна наступила, для кого-то мороз. Дети выбегают на улицу, ура, весна! Да, каждому по-разному. Хорошо, вопрос такой, может быть, сразу спросить, есть ли вопрос в зале? Я понимаю, что тяжело, да, давайте, я пока начну задавать, если у вас что-то будет, можно будет по ходу. Хорошо? И вот, если кто стесняется задать вопрос вживую, можно отправить по WhatsApp. Если есть мой номер телефона, можете мне сразу отправить. Если нет, нет, так нет. Можно Алене тогда, если она успеет переслать. Пока нет, трансляции нет, но запись будет, да, потом. Записку тоже можно передать, да. Здесь на сцене плохо слышно, у нас мониторинга нету. Записка, записывать. Хорошо, первый вопрос, который в нашей церкви не задавали, но я знаю, что он актуален, и его задавали в Сунтарах. Поэтому, сейчас, подождите, я выключу. Вопрос. Можно ли есть кровяную колбасу? Можно ли есть, у нас ставят петли на зайцев? Зайцы, соответственно, его удавливают, кровь она не стекает. В Библии написано, что, вы знаете, это местописание, удавленную есть нельзя и так далее, и так далее. То есть, кто может? Я так понимаю, Сергей Анатольевич. Специалист за удавление. По крови и так далее.
смотрите, ситуация заключается в том, что когда мы, если читаем закон Моисеев, это все там для евреев было написано, и закон, кто жил законом, ну, собственно, исполнял его, он мог жить законом. Мы сейчас не под законом, это раз, мы должны это понимать. Закон Моисеев, он однажды закончился, потому что Писание нам говорит, конец закона, напомните, Христос. Христос пришел, мы во Христе, все, конец закона, его не существует. Но дальше мы с вами смотрим такую вещь. Когда первые христиане, то есть те, кто уверовали в Иисуса Христа, они были, конечно, евреи. Но еврей, который воспитывается, израильтянин, иудей, который воспитывается в семье, где постоянно закон Моисеев, то есть они этот закон, эту культуру впитывают, ну, скажем так, с молоком матери. И дальше язычники, то есть вот мы все с вами, это язычники. Есть евреи, есть язычники. Все, тут третьего не дано. А мы для них нечто нечистое получалось, ритуально. Помните, когда Петру еще Иисус, когда Бог вообще показывал видение, он говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым, о ритуальной нечистоте. И вот, мы подходим теперь к этому вопросу. Когда речь идет о кровяной там, колбасе, об этой удавлении и так далее и тому подобное, для этого вопроса, из чего он возник? Апостол Павел ходил, когда проповедовал Иисуса Христа среди языческих народов, за ним ходили иудеи, и палки в колеса ему совали, и говорили язычникам, если не обрежетесь, не спасетесь. И вообще, чтобы иметь спасение, надо первое обрезаться, второе исполнять закон Моисеев. Писание говорит, это фарисейская ересь, так называется. И вот они собираются на нулевой собор, апостолы, пресвитеры, и решают этот вопрос, что с этим делать. И они постановляют, вот там рождается у них идея, чтобы евреи, скажем так, не приставали с фарисейской ересью, то есть обрезание и Моисеев закон язычникам, а язычников просят, чтобы они тоже иначе поступали. Каким образом? Они вот что говорят. Ибо это в Деяниях апостолов, в 15 главе написано, вот этот нулевой собор, так называемый, где вот они собрались. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас, то есть на уверовавших из язычников, на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Вот такое письмо. Это не закон. Они говорят о том, что если вы такое сделаете, что спасетесь. Сейчас что я прочитал? Хорошо сделаете, он говорит, вот и все. Потому что когда еврей к тебе домой придет, а ты ему там кровяную колбасу нарежешь, или там свининку, или там какого-то там задушили какого-то кролика, да, и говоришь, садись, поешь, да, конечно, для него это будет неприемлемо категорически. И, понимаете, апостолы собираются и решают, и говорят, ребята, при евреях не делайте как бы вот это вот просьба. А они вас, пускай оставятся с этим Моисеевым законом, а вы, не ешьте при них вот это все. Поэтому это не закон, это не грех, это нигде такого не прописано. Поэтому не заморгивайте, вон что, видите, да? Вот, а они так и написали письмо братьям и язычникам радоваться, что вот это вот как бы ничего не надо делать это. А они обрадовались, да, вот реакцию вашу тоже видно, поэтому. Так что не заморачивайтесь, это не закон, даже, не ходите под осуждением, хотите эту колбасу или там удавление, да и ешьте, если хотите, никаких проблем. Пища нас не приближает, не отдаляет от Бога, вообще никак не влияет. Как-то так вот. Да, спасибо. Помню просто еще, если ссылку на Писание, то в послании Тимофея написано: все, что на торгу, ешь. Все, что продается, можно кушать, кушай, нормально, без всякого исследования. Не, у нас-то вопрос не только на торгу, у нас люди в лесу как бы добывают, Я приносят. кратенько скажу, людей не ешьте. Да. То есть колбасу можно есть, правильно? И я ем. Можно не только колбасу есть. Кровяной имеется в виду, там, строганину, жеребятину, когда кровь течет там по рту, тоже Но нормально, да, если у потом. нас нету в Новом Завете закона можно, нельзя, вообще такого нету. И по еде тем более, это не закон. Так что
Это вопрос, ну, просто вкуса и предпочтений, да. Кому-то нравится, кому-то не нравится, вот только в этом вопрос и все. Хорошо, и вот вопрос, видимо, вдогонку сразу по еде кто-то отправил. Еще раз, смотрите, я зачитываю вопросы, которые приходят из зала, да? Это не мои вопросы, поэтому, ну, на всякий случай, чтобы всем все было понятно. Здравствуйте, вопрос, можно ли есть свинину? Если да, то почему? Ведь она вредная. Вредно на самом деле все, что переедаете, когда вот. А если все в меру, написано, что все полезно, если принимается с благодарением. Бога благодарите, и будет полезно. Вот. Но не обжирайтесь. Вот примерно так. Ну, то есть свинина, никаких религиозных запретов у нас нет. Просто если человеку доктора противопоказаны, к примеру, у вас подагра там или еще что-то, ну, это уже ваше личное дело воздержаться. Но в грех не впадете, если время от времени шашлычок, как бы... Я правильно понимаю? Все, хорошо. Дальше вопрос. Насколько важно водное крещение, внимание, для новообращенного, как это влияет на духовный рост христианина? Ну, знаете, это я такое сравнение, конечно, проведу. Как вы думаете, в гражданском браке жить нормально? Нет. Я думаю, также и водное крещение, это когда человек подходит все-таки к тому моменту, когда он хочет, ну, как сказать, совершить вот этот, узаконить свои отношения с Господом и заключить этот завет, да, который делают по обычаю все христиане. Я думаю, что он очень важен, но человек должен к этому прийти, мы не должны заставлять, допустим, да, если человек этого сам не хочет, то, пожалуйста, ну, это должен быть осознанный шаг человека, добровольный, чтобы заключить завет, но он очень важен в жизни каждого христианина. Можно сказать вот условно, что человек говорит, я верю, вот в душе я верю, да, кто-то в душе, а кто-то в душе там верит. Разная вера бывает, но это все равно что-то такое внутреннее. Но мы говорим о том, что христианство, в этом есть публичное исповедание. Я публично исповедую, что Иисус мой Господь. И крещение – это первая заповедь вообще. Потому что Иисус сказал, идите, научите все народы крестя их. Крещение – это отождествление в каком-то смысле. Потому что вот когда Иисус принял крещение, да, кто-то говорит, это там очищение от греха и так далее, но это уже немножко привнесенный такой смысл. Иисус, Он не был грешным. Но почему Он принял крещение? Потому что Он себя отождествил со всеми теми, кто приходил к Иоанну и раскаивался. Он отождествил себя с ними. Крещение – это когда мы себя публично отождествляем с Церковью Христа. Мы публично заявляем, я принадлежу Церкви Христа. Вот. И это один такой смысл. А второй смысл, что я публично заявляю, что я умер для старой жизни, для прежней жизни. Почему мы рекомендуем там одеть белые одежды, хотя это не обязательно, это не закон. Ну, как будто человек, он умирает, в воду погружается, умирает и встает уже как новый человек, белая одежда у него, вот, новая жизнь и так далее. Влияет ли это на духовный рост? Конечно, влияет, потому что это заявление. Человек делает шаг, это заявление такое перед всем духовным миром, перед видимым миром, когда проводим мы на открытых местах, где-то в море, в реке, люди смотрят, и они видят, что там происходит такое. И вот человек публично заявляет, да, я принадлежу Христу, я принадлежу Церкви Христовой. Конечно, это влияет на духовный рост, конечно, это важно. Но если вы не креститесь, в ад не попадете. Потому что разбойник на кресте не успел покреститься. Спасибо. Еще немножко скажу. Погружение, ну как правильно, да, сказать, это погружение, крещение. Крещение, погружение, это, то есть, ситуация, знаете, это не нововведение христиан. Оно идет еще, ну, от культуры иудаизма, еще идет оттуда. Что и как происходило? Это примерно в присутствии учителя. Он, например, помните, сам Иисус не крестил. Это нормальная практика. Он стоял, допустим, на берегу, и в присутствии учителя ты говоришь, я погружаюсь в твое учение.
и погружается. То есть это признание, что я буду учиться тоже от тебя. Я признаю тебя моим учителем. То есть это корни идут оттуда. Поэтому надо ли креститься, то есть заявление это сделать? Ну, конечно, надо сделать, то есть, да. Но написано, кто не будет веровать, да, и креститься, будет осужден. Но на самом деле, кто будет веровать, тот спасен будет. Кто будет веровать И креститься. тот спасен. А кто Не будет веровать, да. Тот осужден будет. Там уже крещение не идет. То есть мы спасаемся только лишь верой в Иисуса Христа. Ну, крещение это необходимо, конечно, необходимо. Хорошо. Следующий вопрос. Может ли человек, если он является инвалидом с детства, допустим, недееспособный, который нуждается в постоянной опеке, уходе, унаследовать спасение, принять причастие? Есть ли для такой категории людей сила спасительной благодати? Я думаю, это для всех человеков и включая. Здесь, наверное, я допускаю вполне здесь... Что если он не ходит, наверное, на служение, там, знаете, ну, у нас... Ну, я допускаю, здесь не написано, но я вполне допускаю, что имеется в виду, если, например, ментальная болезнь, и если, да, он, например, до конца, недееспособный в плане, в смысле, ментальный, потому что если, просто ноги, это понятно, как бы, да, вопрос в этом, скорее, наверное. Ну, знаете, я, допустим, когда рассуждал, если вот так, как сейчас, вот эта поправка прозвучала, вот как раз-таки можно аналогию провести. Вот есть, допустим, инвалиды физические, которые, тут на коляске доедет, а есть такой же ментальный инвалид, он тоже на коляске ездит, только вот ментально. То есть это не значит, что человек, лишен абсолютно всего. Конечно, это было бы хорошо, если спросить, за кого почитает меня народ. Помните, когда Иисус спрашивал у учеников, если этот человек способен сказать, что Иисус это мой Спаситель, мой Господь, слушайте, решен вопрос тогда уже. Поэтому мало ли, какая у него ментальность или какая у него инвалидность. Потому что если признаешь Иисуса Господом, написано, никто не назовет Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Поэтому я думаю, что это вот здесь лежит примерно. Хорошо, следующий вопрос. Все хорошо? Вопросы серьезные пошли. Просто если вы иногда как-то будете как-то реагировать, не вскакивать, но я, может быть, буду разбавлять. Добрый вечер. Вопрос, что ответить мужу, если он считает, что наше протестанство – это секта? Вот это уже интересно. Сказать, ты прав. Еще варианты будут? Действительно прав. Просто термин «секта», он не несет в себе негативного смысла. Термин «секта» — это значит «сектор», от слова «сектор». То есть он вообще в себе негативного смысла никакого не несет. Поэтому, секта, поговорить, а что ты подразумеваешь под этим? Секта. Может быть, он скажет, что это не... Можно я перебью? Да. Просто, может быть, для епископа нет негативного смысла в этом, но для этого мира есть определенная, негативная коннотация к слову «секта». Вот тот, кто задает вопрос, для него это негативная коннотация. Поэтому, и для общества, для многих. Он чувствует, что на него как будто наезжает, ты в секту ходишь. Хорошо, я просто тогда вот так задам вопрос. Что ответить мужу, если он подразумевает, что ты ходишь куда-то, к сектантам, вот именно в таком смысле, что там все плохо. Как бы кровь пьют, младенцев едят, деньги выкачивают, там у кого как. В общем, что ответить-то ему? Да пускай придет, да заснимет все это. Как едят и как там... у нас трансляция есть на собрании, можно посмотреть. Тут сам еще может прийти, да и все. Вообще, да. Наверное, это самое хорошее, если человек только пришел к церкви, и муж называет секта, то это нормально. Я так считаю, это вообще даже классно. Да, вообще прям хорошо. Но если, конечно, вы, тот, кто задавал вопрос, вы уже там десятилетия в церкви, и муж продолжает называть сектой, то это, конечно, вам минус. Потому что
Знаете, обычно, когда человек приходит к Богу, даже неверующие люди, они делают определенные выводы, да, что человек изменился, супруга стала мягче, стала называть его по-другому, ну, там как-то перемены характера произошли. И нормальный муж скажет: да ты ходи в эту секту сколько ты хочешь, ну, главное, ты меняйся. Это вот такой был пример сейчас вот буквально в Сунтарах, да, помнишь, что муж неверующий сидит с мужиками, там пиво пьет и говорит: вот моя жена, все, кто ходит, и ваши должны ходить, чтобы вот так вас уважали, как меня. Ну, понимаете, ну вот, и если, конечно, это вы новообращенный недавно в церкви, то это нормально, это хорошая реакция, но он поменяет свое мнение, когда в вас увидит перемены, которые Христос сделает в вашем сердце, в вашем характере. 100% согласен, потому что что бы вы ни сказали, это не изменит его отношение, его мнение. А вот ваше поведение, ваша жизнь, ваши поступки, когда вы будете поступать так, как учит Христос, вот это повлияет на него. Также написано в 3 главе 1 послания Петра: также и вы, жены. И там написано, что нужно делать женам. И там целых 6 стихов для женщин. Вот почитайте это, думаю, будет полезно. Да, спасибо. Вы знаете, я хочу тоже засвидетельствовать. В прошлом году, когда мы были в Сунтарах, и мы каждый там, ну, брали по какой-то теме, проповедовали, и мне досталось, я проповедовал о семье, ну, коротко, и о взаимоотношении мужчины и женщины. И я говорил о том, как вообще жены должны поступать с мужьями. И я не знаю, как-то упало, видимо, на благодатную почву, потому что я так сделал вывод, что очень много семей, где женщины, они носят штаны, ну, мягко так сказать, ну и вообще там нагоняя дают мужьям. И вот женщина одна, мы с ней потом разговаривали, говорит: что вот делать с мужем? Ну вот он у меня пьет, ничего не хочет, я его мотивирую, ни на что не могу замотивировать. Ну вот мой ответ был, что, ну, помимо проповеди, говорил, что муж, он нуждается в уважении вашем, он не нуждается в вашей мотивации, если вы его, ну, ни во что не ставите, и постоянно говорите: ты никчемушник там, и все так. И просто эта женщина, чтобы вы понимали, ну, уже за 50. То есть, как бы, вот, вы знаете, меня так ободрило, когда мы приехали, она говорит: у меня отличная семья. Муж любит, мы живем в идиллии. Я не мог поверить, что такое возможно на самом деле. Потому что я, конечно, там, ну, молился, да, консультировал, но, знаете, когда уже после 50, и вы в браке там 20-30 лет, и, ну, чем дальше, тем тяжелее меняться. Пастор, не лишай людей надежды. Да. Хорошее свидетельство. Да. Не, я хотел ободрить вообще. За 50. Да. Слава Богу. Если живешь в насилии, муж тиран, можно ли разводиться? И если живешь в насилии, то детей духовно убиваем? Здесь, конечно, очень тонкая грань. Очень. И, знаете, я в практику, да, вот пасторской деятельности и христианской жизни видел, когда, в принципе, на основании Писания убеждали женщину не разводиться, потому что Бог против разводов. И мы ее все убеждали. Через где-то 1,5 года он ее убил, жену. И вот, пережив, знаете, такой момент, я не могу однозначно сказать, что Бог против разводов. И когда, знаете, муж тиран, если он реально избивает систематически, и если все-таки супруга постаралась, да, приложила свое сердце, чтобы как-то поговорить и изменить эту ситуацию, и она все-таки не меняется, то, я думаю, каждая ситуация, она индивидуальна. Но в этом иногда можно и уходить в крайности, ну, в такие, знаете, как каждая ситуация индивидуальна. Сейчас очень популярное слово такое «абьюзер». И вот некоторые женщины, они любят это слово, они говорят: мой муж абьюзер и так далее. И я вот согласен, что когда насилие
явное, вот такое конкретное насилие, то тут не стоит человека уговаривать оставаться в этих отношениях. Но когда, вы знаете, женщина сама создает почву для того, чтобы... У мужчин, у них обычно словарный запас меньше, чем у женщин. Вот, и поэтому, когда женщины начинают переговаривать мужчины, у них аргументы другие начинают работать. Некоторые не сдерживаются. Тут иногда, знаете, бывает, что женщины провоцируют своих мужей на это. Вот он держится до последнего, она просто провоцирует, вот и все. И пока не получит, не успокоится. Вы извините уже за такое. Я за почти 30 лет своего служения столько всего насмотрелся. Вот приходит женщина и рассказывает. И так рассказывает, что муж ее, он просто изверг ужасный. Такой вообще просто ужасный изверг. А что он делал на самом деле? Потом, когда выясняется, что он кричал на нее и толкнул один раз даже. Понимаете? Вот. И это все, он изверг, он абьюзер, он всю жизнь испортил и так далее. То есть здесь очень тонкая грань, я вот согласен с пастором Алексеем, каждая ситуация индивидуальна. Если явное насилие, то не нужно оставаться в этом браке. Все страдают, дети страдают, он себя ведет как неверующий. И если он не хочет жить, а это он не хочет жить, всем своим отношениям он показывает, то Библия говорит, не надо оставаться в таких отношениях. Вот. Но есть другие моменты, знаете, когда создают там эти самые, в Москве есть один центр, куда убегают женщины, которые переживают насилие в семьях. И там далеко не все женщины, которых мужья избивали. Там есть женщины, которые говорят, мой муж абьюзер. Вот это очень модное слово, а что он там делал, этот абьюзер? Они ссорились часто, что он там абьюзер этот делал, непонятно. То есть это вопрос такой. Поэтому если вы находитесь в такой ситуации, конкретно вы, я просто вам рекомендую поговорить с пастором прежде всего, лично побеседовать, рассказать свою ситуацию. Но нужно быть честным до конца, чтобы пастор мог дать очень точный совет. Потому что когда люди, знаете, вот начинают вот так рассказывать свою ситуацию, то и совет такой не попадает, понимаете? Вот. Пожалуйста, Сергей. Да нет, здесь на самом деле ключевое то, что это индивидуально. Это реально надо разговаривать с пастором и вникать в эту ситуацию. Потому что слишком большой спектр этих проблем, очень большой. Тут универсального совета не дашь вообще. Просто, знаете, я вот вспоминаю свою, так сказать, что там, женитьбу? Брак мой, да, в начале. Вот, наверное, первые 5 лет, они довольно-таки были сложные. Я очень горячий и эмоциональный. И хочу вам сказать, было разное. Я уходил, бил дома посуду, абьюзер вообще конкретный. И знаете, сегодня вот какое-то время стало, знаете, чуть что, сразу развод. Не притираться, не искать любви, не искать терпения, не искать прощения, а сразу, легко развестись. Все, знаете, всякое было. И супруга на меня кидалась, знаете, в каких-то горячих. Разное было. Сегодня этого уже нет. Но если бы мы это время не прошли, извините, не было бы счастливая семья, и не было бы сегодня серебряных свадеб. Ничего бы этого не было. Можно я тоже дополню? Как не только ведущий, но и свое мнение, как пастор скажу. Просто у женщин очень богатое воображение. И ты никогда не знаешь, в какую сторону оно воображает. Она воображает в том смысле, что... Я просто встречал женщин, которые говорят, что насилие, и там что-то такое, крики, битье посуды и так далее. А кто-то говорил, да не, там чуть-чуть и так далее, и просто сломанная челюсть это не чуть-чуть. Понимаете? И женщины, они могут и в одну сторону, и в другую. Просто я думаю, что грань здесь, если есть угроза жизни, если тебя избивают в прямом смысле, не в переносном, это не психологическое насилие, если тебя бьют ногами, если тебя бьют руками, то есть мужчина, он по телу, по лицу, по животу и так далее, не нужно оставаться. И, как правило, из моего опыта,
Такая ситуация, она, я не видел, чтобы это исправлялось. С годами становится только хуже. И поэтому, если это прямо избиение, не какое-то там абьюзерство, да, мы живем вообще, у нас светское общество в том числе. Есть законы, которые защищают. Есть органы, которые уполномочены, потому что церковь, она не может ничего с этим сделать. То есть мы не можем пойти, я, например, не могу как священнослужитель, если человек, он неверующий, даже если он верующий, что я могу сделать? Я могу только с ним поговорить. То есть рукоприкладством мы заниматься не можем. Вы понимаете, да? Монополия на насилие только у государства. И такие вопросы, они решаются государством. Но я считаю, мое личное мнение, что женщина, она вправе бежать просто, если есть угроза для ее жизни. Не нужно оставаться в этом. Но опять же, это реальная угроза жизни. Наверное, все, да, с этим вопросом. Давайте следующий вопрос. Веселее вопрос. Хорошо ли быть богатым? Вопрос отношения к деньгам. Или христианин должен быть бедным? Где границы? Очень хорошо быть богатым. Алексей, я не соглашусь. Я скажу, лучше быть богатым, но здоровым. Но здесь еще, знаете, когда задается такой вопрос, я обычно опять, это мое любимое, давайте договоримся о терминах. Что это такое? Богатый – это что? Если у меня есть квартира, я богат, а если у меня еще есть машина, я богат. Что такое богатый человек? Когда мы с этим определимся, тогда можно тогда разговаривать. А так, если есть возможность приобретать что-то материальное законным способом, то ради Бога, так это же нормально. Мало того, притча, о которой говорит Иисус Христос, помните, когда неверный управитель был, и когда он потом говорит, пиши там меньше расписку и так далее, и хозяин похвалил этого неверного управителя, что догадливо поступил, и там такое написано, и вы приобретаете богатством неправедным друзей себе. То есть можно правильно это все использовать, не просто накопительством заниматься, а благословлять, пускать, скажем так, по водам, как Екклесиаст говорит, и все. Конечно, хорошо, когда у тебя есть такая возможность. Но если ты ленивый, конечно, у тебя такого не будет никогда. Это факт, скажем так. Если ты работаешь, я думаю, если он верить будет и провозглашать? Он так и будет продолжать верить и провозглашать. И ничего не поменяется в этой жизни. Но я думаю, знаете, у меня вопрос просто, здесь этого нет, но вдогонку. Иисус, он говорил про молодого человека, богатого, вы помните, да, всю эту историю, когда он и подошел к Иисусу и сказал, что мне делать для того, чтобы унаследовать Царство Небесное. И он ему говорит, делай то-то, то-то и то-то. И он говорит, а я все это уже делаю. И он ему сказал, что иди продай все имение, раздай бедным и следуй за мной. И он очень опечалился, потому что был богатый. И Иисус сказал, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко. Вернее, не так, легче верблюду пройти, чем богатому войти в Царствие Небесное. Что вы скажете? Опять, это я уже тут опять влезу со своим, скажем, пониманием, опять термины. Итак, Царство Небесное, Царство Божье, это синонимы. Это значит, кто-то есть царь в этом царстве. Кто же этот царь? Это Иисус. Правда же? То есть мы на данном этапе все мы это знаем. Теперь, когда ходит Иисус, Он говорит, приблизилось к вам Царство Небесное. Как оно приблизилось? Вот Он, Иисус, пришел, и вот Он и говорит, вот Царство Небесное приблизилось к вам. Дальше, идем. Петр говорит, вот мы оставили все. То есть они оставили все. Что нам будет? А зачем они оставили все? Иисус их позвал. Помните, когда сыновья Зеведеевы с отцом Зеведеем починивают сети, а Иисус зовет двух сыновей. Батю он не позвал. И они вдвоем пошли, а этот остался. То есть такой призыв есть. Это я к чему? Я сейчас подвожу вот к чему. Когда к Иисусу подходит вот этот юноша и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Помните вопрос, как поставлен? То есть, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Еще идет Моисеев закон. Еще идет Ветхий Завет. Что говорит Иисус? Он ему ответил или нет? Он четко ему отвечает. Он говорит, соблюди заповеди. То есть вопрос, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит, соблюди заповеди. Он говорит, я соблюдаю.
Есть вопрос, ответ есть? Есть. Но дальше включается царство. Теперь царь говорит, если хочешь быть совершенным, продай все и следуй за мной. Включается царство. И поэтому он говорит, трудно богатому войти в царство, в подчинение, потому что сейчас царь говорит, оставь и следуй за мной. А он отошел. Он не решился на это, он не пошел. И поэтому Иисус, когда учит и говорит, что в Царство Божие входят как усилием, а не верой и никак иначе. А жизнь вечную мы как наследуем с вами? Верой. Поэтому это серьезная разница. И вот в этом диалоге, там видно, он говорит, я хочу жить, что мне делать? Он говорит, соблюди заповедь. Он говорит, я соблюл. Все, есть вопрос, есть ответ. Но дальше, хочешь быть в царстве, заходи. Он говорит, не могу. Но это примерно так это звучит. Позвольте тоже небольшой комментарий. Если смотреть эту историю в Евангелии от Марка, потому что она также записана в Евангелии от Луки, то здесь написано, 23 стих, «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим», это 10 глава, «Как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов Его. Представляете, они ужаснулись. Почему? Потому что так считали, что богатый человек это уже благословлен Богом. И они не напрасно так считали, потому что так Библия говорит, и богатство, и слава от лица Твоего, Боже. Дальше, смотрите, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно, и вот, внимание, надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. Надеющемуся, он уточняет, понимаете, тот, кто надеется на богатство, а не на Господа надеется. И более того, у богатства притягательная сила такая же, как у Бога. И ощущение, вот эта иллюзия, что у человека появляется власть такая, понимаете? Почему Иисус и противопоставляет, не можете служить Богу и мамоне. Если человек настроен на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы становиться богатым, он должен понимать, что на него возлагается больше ответственность, чем на человека, у которого нет таких денег. Потому что эти деньги, это богатство, оно может завладеть его сердцем. Он всегда должен помнить, что я служу Господу. Все мое богатство, оно служит Господу. Я на него не надеюсь, я на него не полагаюсь, я на Господа полагаюсь. А богатым быть хорошо лучше, чем бедным. Аминь. Как раз хотел пояснить, потому что такой вопрос был. То есть христианин, он не должен быть бедным. Обязательно ли посещать домашнюю группу? Я уже 2 года вдохновляю людей в церкви во Владивостоке посещать домашнюю, мы называем домашняя церковь. Это не обязательно. Если человек не посещает домашнюю церковь, это не обязательно, но ему же хуже. Понимаете, то есть он что-то теряет. Потому что воскресное богослужение это такое торжественное мероприятие, и здесь служат несколько человек, вот группа прославления, пастор, еще кто-то вот здесь служит. А в домашней церкви смысл, что мы служим друг другу там. Мы служим друг другу. И богослужение – это не когда мы служим Богу, а когда Бог служит нам через друг друга. И там на домашней группе или в домашней церкви, там очень много проблем решается. Знаете, люди, которые ходят в домашнюю церковь, они, как правило, намного меньше приходят к пастору со своими проблемами, потому что там их проблемы решаются, там им помогают, там они получают ответы, там за них молятся, и они духовно намного быстрее возрастают, чем просто те, кто посещает только воскресное богослужение. Ну, это если коротко. Дополнение, да, будут? Ну, да, вот в Деянии апостолов даже, да, вот есть такое место, Деяния 2 глава, 42 стих, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах по домам. Можно сказать, церковь росла, потому что была, больше в общении. Знаете, мы очень часто страдаем за каких-то вещей, которые просто, где-то не понимаем, да, и на собрании это ты не всегда можешь получить в проповеди, и не всегда ты это можешь, прочитав в Слове Божьем, в Библии, правильно понять. Но именно когда мы преломляем, да, учение, преломляем Слово Божие в общении по домам, где вот в такой, знаете,
свободной атмосфере, ты там открываешься. Конечно же, тебе лучше, если ты будешь ходить на домашнюю группу, но если ты не ходишь, как сказать, если, работа, там есть разные, моменты, когда человек из-за работы не может, то не чувствуй на себе никакого греха, это нормально. Это скорее возможность. Домашнюю церковь нужно рассматривать как возможность. Возможность для духовного роста, а не там закон какой-то. Хорошо, следующий вопрос. Еще раз, я читаю все, что приходит. Поэтому, здравствуйте. Я прийти не могу, так как лежу в репцентре. Я взяла ипотеку на 11 лет, и теперь у меня сломан мениск и множественные разрывы связок. По больничным зарплата очень маленькая, и с ипотекой я не справляюсь. В будущем предстоит операция, и после операции я буду на больничном долгое время. Как мне быть? С ипотекой посоветуйте, я в замешательстве. Идти в банк и разговаривать, и каким-то образом, пускай либо каникулы какие-то дают, либо что-то еще, предоставляя все медицинские справки, потому что раз банк дал ипотеку, то с банком и надо решать эти вопросы. По-другому это не обойдешь никак. Если бы человек, который задает вопрос, он бы вначале задавал вопрос пастору, перед тем, как брать ипотеку, и советовался, то этот вопрос был бы уместен. Но и в этом случае, как правильно Сергей, у нас были такие случаи в церкви, когда человек заболел, у него были обременения, ипотека, и он ходил в банк, предоставлял справки и так далее. Ему давали такое понятие, как каникулы, на какое-то время. Если он нормально платил, этот человек, то, мне кажется, вообще ничего страшного в этом нет. И просто это эмоционально сейчас человеку тяжело, ему кажется, это страшно, все. Просто нужно успокоиться, сходить в банк и договориться, все. Вот такой вопрос и подобные другие. Понимаете, пастор – это узконаправленный специалист. Если у вас заболел зуб, вы пойдете к пастору? Или у вас сломалась машина, вы пойдете к пастору? Сомневаюсь, это неразумно. Поэтому, если хотите квалифицированную помощь получить в таких вопросах, то лучше идти к специалистам, которые с этим работают. Есть специалисты в банках, которые работают с ипотеками, они помогут вам найти самый лучший вариант решения проблемы. Поэтому лучше в банк сходить. Андрей Александрович меня опередил, я тоже хотел сказать. Вы знаете, часто люди, они думают, что пастора, они эксперты с мировым именем в каждой сфере. Я вас разочарую, это далеко не так. Духовная сфера, семейные отношения, взаимоотношения между людьми. Да, наверное. Здесь узкая специализация, да. То есть, если вы придете к пастору и спросите мне сейчас биткоины покупать или погодить, я думаю, что это не тот человек, который вам посоветует. Не его советы нужно слушать. То же самое и по ипотеке. Просто я из своего опыта могу сказать, что, то, что говорил Сергей Анатольевич, не нужно, главное, прятаться, не нужно скрываться, не нужно просрачивать. Как только возникли трудности, нужно сразу идти в банк, нужно сразу говорить, что у меня возникли непредвиденные обстоятельства. И в банке предусмотрена такая процедура. Если у вас упал доход на какой-то определенный процент, там уже нужно разговаривать. И там дальше решать. Вплоть до того, если совсем вообще все плохо и платить не это, как-то это выставляется, реализуется, переезжается в другую квартиру и так далее. То есть вопросы, они решаются таким образом. Хорошо. Следующий вопрос. Почему люди не хотят служить в церкви? Может мыть туалет, посуду, полы. Это работа для тех, кто ниже с финансовым достатком? Или он раб греха? Какая польза служения? Да это можно сделать вообще просто профессией, работой, заплатите деньги, возьмите и все. Можно мыть туалеты за деньги. Причем тут служение вообще? Служением мы служим друг другу, и мы служим таким образом, чтобы поднимать других людей, освобождать, благословлять других людей. Чем я могу помочь, скажем так. А если кто-то хорошо моет полы,
Я уверяю вас, есть такие люди, которые моют полы лучше всех. И там туалеты. Ну, может быть, лучше тогда на оплату поставить такого человека, и все. И все будут довольны, и этот человек, он будет всегда с готовностью приходить и делать это все. Сейчас Сергей Анатольевич вообще всех разгонит и уедет в Хабаровск. Как бы, да, и... Не, ну я просто говорю, у нас так. Вот, у нас так. У нас там, у нас нет какой-то очередности, кто что моет. У нас есть человек на зарплате, и он этим занимается. И все вопросы сняты, ну, вообще полностью. Как видите, мы заранее не советовались, да, как бы, если бы нужно, мы бы согласовали этот вопрос. Но что я хочу сказать, у нас тоже есть человек на зарплате сейчас. Но вот интересная вещь, мы более полугода не могли найти людей за деньги. Зарплата по рынку, например. Ну или даже другой вопрос. Здесь, ну, служение, оно же не только заключается в том, чтобы проповедовать со сцены, быть в медиаслужении, такие видимые какие-то. Кто-то ходит и вытирает пыль, кто-то пылесосит. Вот, кстати, пылесосят, моют у нас за деньги, пылесосят добровольцы, как бы, да, потому что это считается служением или не считается служением? Слушай, ты сейчас будешь мотивировать их, чтобы они здесь все служили, Я работали. не мотивировать, я хочу для себя Потому что пояснить. они рабы греха, и у них достаток ниже. Это шутка. Конечно же, вопрос, но я думаю, он какой-то немножко, может быть, даже некорректный или из-за непонимания какого-то. Конечно же, нет. Никакие рабы греха, ни у кого-то достаток ниже должны здесь в церкви работать. Вообще, этот дом нужно воспринимать как свой дом. Вы же жертвуете деньги, чтобы вот это все здесь появилось. Это же все на ваши деньги сделано. Относитесь к нему как к своему дому. Если видите что-то не так, ну, уберите, сделайте. Конечно, если нужно, чтобы человек постоянно здесь вот убирался, работал, то вы уже это решили. Но вообще отношения, я говорю сейчас об отношении. Вы же у себя дома не говорите там, ой, а что это у меня здесь? Я что, раб греха сейчас буду здесь полы мыть? Или посуду мыть. Я что, раб греха? Вот муж мой меньше зарабатывает, пусть он моет посуду здесь. Ну, относиться нужно как к своему дому. Это ваш дом же. Да, человек, мне кажется, когда рождается свыше, ну вот он реально пережил Господа, и вот это святое собрание для него стало чем-то дорогим. И вот этот молитвенный дом, где он может собираться, стал для него чем-то дорогим, то это нормальная такая реакция послужить. Знаете, я когда пришел в церковь, мне сказали, ну, надо начинать какое-нибудь служение. Я говорю, а что? Ну, надо ашером встать, вот на двери встать, вот открывать. А церковь собиралась в политехникуме. Это, ну, чтобы вы понимали, политехникум это, ну, такое. А я был такой, ну, как сказать, запоняченный такой парень. Ну и представляете, а там какие-то соревнования были. И там полгорода, которых я знаю, там пацанов малолеток каких-то, они идут на какие-то и так смотрят на меня, а я всем должен был открывать двери и говорить, проходите, пожалуйста. Шалом. Привратник. Где-то, знаете, вот в этом и умирала еще и гордость, да. Потом, когда я стал лидером ячеек, у нас тоже были, там, убирались мы в зале. Я помню, как, знаете, вся ячейка подвела. Ну, кто-то заболел, кто-то, и я тоже заболел немножко. Температура 38, но кроме меня я понимал, что некому больше помыть. Я с температурой пошел, помыл весь зал в этом политехникуме. И нормально, знаете, как-то вот не чувствую себя каким-то ущербным, каким-то, знаете, там нищим там или каким-то еще. Знаете, я себя хорошо очень чувствую сейчас у вас здесь. Еще один момент такой, другая крайность может быть. Некоторые бывают, особенно сестры, они такие ревностные, они так любят Дом Божий. И они днем и ночью там все моют, протирают, понимаете, а дома... Шаром покати. Вот этот муж как раз, который 15 лет все говорит, это у вас секта. То есть это как раз он, вот это тот. Ну, нужно понимать, не надо вот в этом плане в крайности кидаться. Насколько вот мы доступны, насколько у нас доступность по времени. Я хочу, но насколько у меня время позволяет, чтобы семья не страдала, дела какие-то, работа, чтобы не страдала. Понимаете? Поэтому мудрость нужна здесь тоже. Епископ, видите, у нас прозорливый, он уже отвечает на следующие вопросы. Я просто немножко перескочу. Есть такой вопрос. Порядок.
Сперва служить семье или только в церкви? Ну, я думаю, что вопрос состоит, ну, каким образом приоритеты расставлять. А мы с терминами определимся, что такое служить в семье. Я задал вопрос, как бы... Я понимаю, просто вот, вы понимаете, служить в семье, что это? Что это? Так, так это обязанность каждого, я думаю. служение. Ну, поэтому, когда вот, ну, слышишь вот такое, служить в семье или, допустим, в церкви, странно, вот, допустим. Тому человеку, кто задавал, ему и там неохота. Нет. Может быть, я поясню. Я просто видел такой мем, ну, знаете, такая картинка, и, видимо, в Америке мужчина темнокожий, празднично одет, и стоит возле здания церкви на обочине дороги, у него такой плакат висит, и он, ну, машины проезжает, и он говорит, на плакате написано: «Я не бомж, просто жена сказала еще 15 минут в церкви, и там помогите добросьте до дома», что-то в этом роде, как бы. Ну, в том смысле, что часто бывает, когда, если сестры особенно служат, то они с утра до вечера, я думаю, может быть, в этом вопрос, как быть семьей, то есть есть какие-то вот приоритеты? Если семья страдает, это плохо. Нельзя, чтобы семья страдала. Нельзя, чтобы семья страдала. Но вот конкретно, сколько времени там проводить, сколько там, это, ну, тоже никто вам не скажет, как нужно, сколько времени. У Екклесиаста написано, если топор затупился, да, то ты можешь рубить им, долбать и все силы потратить, и не срубишь дерево. Но мудрый знает, как это исправить. Просто наточить. Мудрый. Просите мудрости у Бога. Просто есть вещи, в которых просто нужна мудрость. И все. Все, как-то... Мы же в Якутии, у нас сначала никто вопросы не задает, потом начинает сыпаться. Мы так, надо быстрее. У нас есть вопрос из зала. Кто хотел задать вопрос? Можно руку поднять, да. Добрый день. Я в церковь «Слово жизни» хожу недавно, но вообще мы с мужем уже давно верующие. У Тоже нас краеугольный камень называется. Ой, «Слово жизни» мы ходили. Я принимала, в общем, водное крещение. У меня вопрос такой. Я человек-общественник и человек партии. Последнее время мне, делают замечание, что я либо в партии, либо в церкви. У меня немножко появился страх. Могу ли я заниматься общественной деятельностью, да, то есть быть и членом партии, и также ходить в церковь? А вопрос идет от церкви, в смысле вам говорят, что... Нет, наоборот. От партии идет тут? Вообще-то народа. это нарушение вообще Конституции, что каждый человек может, да, исповедовать у нас и любую религию, и в данном случае вы имеете и состоять в любой партии, иметь любые политические взгляды и так далее. Я думаю, что не стоит с этим воевать, может быть, что-то отстаивать. Как будто вы не слышите этот вопрос, и все, и продолжаете служить Богу и заниматься тем, чем вы занимаетесь. И Бог да защитит вас. Можно просто задать вопрос однопартийцам, сказать... А как вы увидели, это мешает моей работе в партии? Я стала как-то хуже исполнять какие-то свои обязанности или что-то делать. Почему мне нельзя быть в церкви? Вы мне покажите. Я думаю, что это вряд ли они что-то найдут на вас. Но поставить людей, скажем, лицом к их же вопросу, вполне так можно сказать, чем мне мешает, что я делаю не так, вот, если я в церкви. Я просто думаю, что вот здесь вопрос, можно так, сказать, знаете, это вот сказывается местечковое мышление. Вот, как бы вы можете сказать, сослаться, например, у нас все на Москву смотрят, как бы, что скажите, что вот у нас начальствующий епископ, он член президентского совета, член общественной палаты всех созывов, как бы, когда собирают традиционные религии, например, 9 мая для возложения венков, когда какие-то вещи, то есть среди всех, то есть там патриарх обязательно сидит, главный раввин, там муфтий и так далее, и так далее. И там сидит Сергей Васильевич Стриховский, и в его союз мы входим. И то есть как бы у вас немножко, можете, не нужно спорить, как-то вот ничего хорошего, наверное, не будет. Требуется время, чтобы как-то и до нас дошло все это дело. Чтобы не воспринимали как секта, хотя все думают, что это хорошо, но кто-то думает, что это плохо.
Как-то вот так. Ничего не поделаешь с этим. Спасибо. И, сразу же духовный хотелось бы мне вопрос задать, да? Когда я проходила водное крещение, я еще, скажем так, не совсем понимала. К церкви я пришла тоже, а у меня муж начал сначала ходить. Я тоже думала, что это какая-то секта. Тоже воображала себе там многое. И вот, как сказал пастор, я пришла на одно из собраний церкви и так осталась. Послушала Слово Божье. И вот сейчас вся моя семья ходит в церковь. Но, тем не менее, скажу, что когда я проходила водное крещение, на тот момент я была во грехе, я курила. Но все равно скрыла и приняла водное крещение. И сейчас у меня постоянно посещение в церкви и страх. Страх чего? Что вы не докрестились, да, тогда? Нет, Перекреститься заново как нет, бы? я как-то боюсь, я всегда переживаю, когда прославление, служение. Не, вы боитесь-то чего, скажите просто. Грех, наверное, то, что какой-то был за мной, гнева Божьего, Бог я вас боюсь. уже простил. Что было, то было. И чё? Бог вас уже простил и против вас ничего не имеет. Сестра, как вас зовут? Меня зовут Марина, я мама 6 детей, бабушка 7 внуков. Отлично, Марина. После собрания останьтесь. После собрания останьтесь, мы вам немножко времени уделим. Хорошо? Хорошо. Вас я попрошу остаться. Хорошо, у нас просто время неумолимо бежит вперед. Я хочу сказать, что если кому-то нужно будет идти, мы, конечно, максимум усилий приложим, чтобы, время уже 8:30 у нас, мы в 9 закончим, я думаю, полчаса у нас остается. Если вам нужно идти, не стесняйтесь, можно встать, антракта уже не ждать и выходить. Чувство вины не испытываете, да? Хорошо, а следующий вопрос. Насколько популярны в современной церкви пророческое служение, служение в дарах Святого Духа, молитвенные служения? У вас церкви современные? Знаете, когда насмотришься всего, на самом деле, я скажу, что, допустим, я в партнерских отношениях, то есть наша церковь и состояла, и тут в силу обстоятельств просто, знаете, «Прими огонь», Джон Арнотт, допустим, Дэн Слейд, и они очень хорошие, очень такие братья, классные, но и в этом движении много там всего там пророческого, слушай, чего я только не насмотрелся там. И я вам скажу, есть реально дар, когда работает, и есть столько шарлатанов, очень много. Поэтому здесь, что такое пророчество у нас Нового Завета четко написано, назидание, увещание, утешение. Вот это пророчество Нового Завета. Если мы посмотрим, как было в Ветхом Завете, например, там что-то предсказывали, какие-то вещи, у меня просто вопрос к тем, кто называет себя пророками, если вы их слушаете. Почему никто не сказал про 14-й год Крым? Почему они не сказали про Донбасс? Почему они не говорят про эти вещи, а только постфактум? Про ковид, и так далее. Это можно перечислять бесконечно. Никто и никогда, но они пророки, которые якобы что-то предсказывают. Но это люди, понимаете, это люди, которые знают, что они, извините за сленг, который я скажу, за базар знают, не будут отвечать. То, что они сказали, с них никто не спросит и не скажет, почему ты таким образом себя ведешь. Вот это серьезнейшая проблема. Если бы знали, что за это будут отвечать, то они бы по-другому подходили. Все-таки я приведу один пример, потому что есть такое, знаете, и назову имя и фамилию, потому что речь идет о том, что у нас есть такая хорошая пословица, только ее не все до конца знают, что о мертвых или ничего, о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. То есть ситуация вот что. Есть такой Анатолий Хан был. Может быть, я не знаю, он сюда заезжал, нет, не знаете? Он у меня там в здании церкви там несколько месяцев жил и так далее. Короче, он себя выдает за пророка. Он пророчествует кому-то, там что-то, какие-то вещи, там что-то, пока его кормят, пока его содержат. Когда перестают, когда начинают говорить, слушай, ты уже надоел, он начинает говорить, так, у тебя сын умрет, у тебя, будет это. Это я вообще не преувеличиваю сейчас, никаких гипербол не говорю. Потом он уезжает с города в другой город, мне, допустим, звонят, говорят, что он твой там, ты его пастор? Я говорю, он вообще, он просто пожил у нас в здании, когда ему предоставляли. Звонили с Краснодара, с Калининграда, звонили там с центра России. Отовсюду звонят и спрашивают. У него одна схема. Пока может, он манипулирует и якобы что-то там пророчествует.
Вы знаете, я думал, Господи, ну сколько вот этот человек может ездить вот, на людях? Он же врет, он лжепророк конкретный. И вот недавно мне звонит один из пасторов с Читы, говорит, ты там слышал про него? Я говорю, что случилось, как? Он, в общем, говорит, он собирал там деньги на Израиль, я знаю, да, он собирал там группу. Ну, короче, он их все просто себе, эти деньги забрал, ну, такой пророк, понимаете. И там что-то расколол церкви и так далее. И этот пастор говорит ему, слушай, ну ты же врал, когда собирал эти деньги. Он говорит, да. Ну ты же врал, когда там кому-то пророчествовал, что он там в служении, что он там пастор. Он говорит, ну да. Ну, в общем, после этого разговора, вот там недолго прошло, он умер, вот этим летом, по-моему. Понимаете, ситуация такая, если бы все вот эти так называемые пророки знали, что вот так будут заканчивать они, я думаю, они бы мало бы что пророчествовали Пастор такого. Сергей, ну мы все умрем, смерть приобретения. Да нет, да слава Богу, но только какой-то шлейф еще оставляешь за этим. А так-то, конечно, мы все умрем, и слава Богу. Тоже хотел бы сказать по этому поводу кое-что. Дело в том, что мы живем сегодня в культуре трендов. Вот почему я бороду ношу. Да? Ну, тренд такой. Вот, а мы нет, да, мы не в тренде. А вы не в тренде, вы просто трендите. Не трендим. Вот мы с пастором Алексеем в тренде. Это я так к примеру. Тренды есть в одежде, да, и так далее. И церковь, она тоже подвержена влиянию трендов, к сожалению. Вот поднимаются какие-то, вот там пророческое служение, все такое. И все, по церквям пошел тренд такой, да. Кто-то там говорит, вот Г12 была такая известная программа из Колумбии, когда делали группы по 12 человек. И вот это тренды. Они, знаете, вот как тренды они прошли, и потом новые тренды. И так всегда будет. К сожалению, все, мы в такой культуре живем. И церковь, она этому тоже подвержена. Но от здравости служителей очень много зависит. От здравости пасторов очень много зависит. Есть, понимаете, в этом есть большая ценность. Вот когда пророческое там поднимается, дары начинают подниматься, это замечательно. Это замечательно. Но если это не находится под покровом здравым, то там начинается крайности разные вылазить. Поэтому, если вы считаете, что у вас какой-то дар супер такой, и вот вы такой пророк, пообщайтесь с пастором обязательно. Не спешите врываться в эту дверь, вот, нахватавшись каких-то вот верхушек там в интернете. Можно тоже 5 копеечек вставлю. Ты уже подрос, потому что до этого ты по 3 копейки просил вставлять. Мои акции растут здесь. Знаете, вообще пророческий дар, да, это всего лишь, это одна из граней, да, церкви, которая сегодня набрала, да, какие-то определенные обороты, и вот как епископ говорит, тренд. Я, знаете, люблю все испытывать, я вообще практичный человек, и вот, знаете, иногда, что мне это напоминает? Сегодня, знаете, вот церковь долгое время была вот в таком каком-то невежестве, может быть, да, где-то была она в таком каком-то, знаете, подавлении даже, где религия, может быть, такое, знаете, как вот в законничестве немножко. И тут вот сейчас, такая вот свобода, знаете, пришла. Такая свобода, и церковь ударилась в загул. И вот это пророческое служение, оно такое загульное, знаете, там в дудки дуют, знаете, там вот флагами машут, там, знаете, что-то там льют, в общем, такое, хохочут. Пьют, колят Духа Святого. Я был на таких собраниях, где колят Духа Святого, угорают все. И это называется пророческим служением. И знаете, я люблю это все. Один раз мне звонит очень именитый пророческий такой человек, который, вот знаете, пророк. Его там просмотров несколько тысяч, там у него много-много там тысяч, десятки там тысяч просмотров на его каналах. И он мне звонит, мы общаемся, на то время очень общались. Он звонит. Короче, слушай, расклад такой, в общем, будет дефолт, все. Я не помню, какой это был год, все будет дефолт, если, там одна сестра видела там сон, там было подтверждение второго сна, а этот сон еще был на этом сне, и тот еще и сновидец это, и мы истолковали, в общем, вот так. В общем, если есть капиталы, в общем, вкладывай в доллары, в землю, в золото, куда-нибудь. Я вот так вот, просто сижу, а на то время
Владимир Владимирович только переизбрался. Вот я понимаю, сижу, знаете, мне не надо быть пророком, что он достаточно такой авторитетный человек, который в свой срок точно дефолт не допустит. Ну, это прям для него, это прям низко будет. И я прямо ему говорю, не будет. Он, как так? В общем, я тебя предупредил, в общем, там это, у меня, мы так на то время строили молитвенный дом, у меня не было никаких вот таких лишних финансов, куда-то что-то вложить, ни личных, ни церковных. Я говорю, ну все, давай, я тебе перезвоню, говорю, когда вот, а он прям точно дату сказал, все. Ну, я говорю, я тебе перезвоню. Я звоню ему, привет. Ну что там, как с дефолтом? Знаете, что вот, меня напрягает, что вот все, что не пророчествуют сегодня пророки, их никто не отслеживает, и никто не подтягивает, и никто вот не отчитывает. Вот он там напророчествовал, я говорю, слушай, ты скольких людей вот в заблуждение ввел? Сколько людей попались под твое влияние? Я говорю, ты понимаешь, что я ответственен, вот такие заявления делать? Мы, наверное, что-то не так поняли. Я говорю, тогда почему у вас язык бежит впереди понималки? Понимаете, вот сегодня, такое пророческое вот это. И буквально недавно, знаете, вот по пророческому, можно чуть-чуть еще пройдусь. Я листал ленту, знаете, в ВК, листаю. И так как смотрю иногда проповедников и какие-то духовные вещи, то сам ВК предлагает иногда что-то. И знаете, он мне предлагает посмотреть служение кришнаидов. И я так, знаете, мне просто интересно. Думаю, была не была. И в общем я зашел. Знаете, зашел я и смотрю это служение, сидит, так сказать, я не знаю, там проповедник или кто. И он такой, а сегодня у нас собрание радости. И он вот так, знаете, я на таком служении был пророческом. И они начинают все угорать. И потом у них, они передают вот так вот радость друг другу, танцуют, все флагами машут. Я вам говорю, серьезно, на собрании этих, харизматов побывал, пророческих. Вы знаете, немножко нам нужно как-то все-таки быть более здравыми и больше обращаться к Писанию. Сегодня много пророков, которые, знаете, выдают за истину свои сны, свое переживание. А я там видел то, а я вот слышал то, а я увидел во сне то. Знаете, обычно, когда нажрешься на ночь, кошмары снятся. Простите за выражение, и нельзя все выдавать за истину. Но есть и настоящее служение пророческое, которое должно быть в церкви, здравое пророческое служение. И если был такой вопрос, принимаем ли мы, принимаем во имя Иисуса. Да, хорошо, спасибо. Я просто хотел бы тоже, может быть, добавить кое-что. Можно водички, пожалуйста, если да. бы нам я тоже хотел бы попросить, принесли. можно даже 4, если... Мы-то гости, а он дома, он может и так налить. Он и так посидит. Вы знаете, я просто по поводу пророческих могу сказать, что вот лично для меня, то есть я согласен со всем, что было озвучено. И лично для меня, знаете, такой звонок, когда написано в Библии, что вы примете силу для чего? Силу Духа Святого. Чтобы быть свидетелями. Мы, когда проповедуем Христа, у нас есть сила. Когда человек, он работает на созидание тела Христова, то есть церкви, когда он в церкви, он приносит славу церкви и Христу, то тогда у него есть сила. Человек начинает терять силу, когда, знаете, многие, спасибо большое, начинают, есть такое понятие, как личный бренд, вот сейчас во многих сферах. И когда, знаете, вы смотришь, это уже не служение церковное какое-то, это служение какого-то человека. Это пророк какой-то такой-то. Там уже и Христа давно рядом нету. И когда ты на это посмотришь, знаете, посмотрите, что он там. Там давно уже не про Христа не говорится. Раскручивается личный бренд. Лично для меня это первый звонок. Сначала там что-то проскальзывает, потом это, как один из вариантов. А вообще в церкви, конечно, пророческое должно быть. Как епископ сказал, для чего? Для
ободрения, для назидания тела Христова. Все хорошо. А следующий вопрос. Что вы думаете касательно обета безбрачия? Семья или полное посвящение Богу? Нехорошо быть человеку одному, однако человек, который написал львиную долю посланий в Новом Завете, апостол Павел, то есть он был не женат. Это желание, побуждение, откровение должно быть изначально, или оно может появиться по мере роста в Боге? Дальше еще, тут несколько вопросов. Знаете ли вы кого-нибудь из известных современных относительно апостола Павла, служителей Божьих, по типу Лестера Самрелла, Билли Грэма, которые решили посвятить себя Богу полностью? Лестер Самрелл был женат. Лестер, да, они все были женаты. Апостол Павел, у него обета безбрачия не было. Мы нигде не находим это. Мы знаем, что он не был женат. Обета не было. Это одна из версий. В одной из версий он был женат. Нет, он просто, я думаю, отсылка, наверное, к месту Писания, где он говорил, что если кто, Не, оставайтесь он так. говорит, или я, допустим, и Варнава не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, как и Кифа и братья Господни. То есть мы видим, что он не был женат, но мы не видим, что он обет давал Господу для этого. То есть нету обещания Богу такого. И потом, причем здесь служение... Это никак не мешает. Получается, что человек, который безбрачен, он, скажем так, первосортный тогда в служении получается. Здесь же мы дарами служим на самом деле. Он говорит, лучше оставаться так, имеется в виду, или остался без жены, не ищи жены, лучше оставаться так и так далее. То есть такие ситуации бывают. А обет безбрачия, я вообще считаю, это порочная тема. Так нельзя, потому что там сатана найдет лазейку на самом деле и куда-то подтолкнет все-таки человека в этом плане. Я слышу, что это вопрос от человека женатого или замужнего, я не знаю, какого пола этот человек. Но, похоже, вопрос от того, кто спрашивает, если я уже состою в узах брака и решил себя посвятить полностью Господу, могу ли я от этих уз освободиться? Звучит там так. Нет, на самом деле не так, но версия интересная, можно... Там так есть, прочитай еще. Не суть. Давайте мы разовьем эту тему. Прочитай еще раз вопрос. Можно. Я не найду сейчас уже, мне возвращаться нужно. Да. Можно. В этом случае, там же ясно написано, есть скопцы, люди, которые не имеют нужды вообще в близости с противоположным полом, да, они себя посвящают Богу. Есть такие люди, это, я не знаю, сколько их процентов, может быть, 0,5 или сколько. Есть те, которые себя сделали скопцами. То есть в то время можно было сделать, и сейчас можно сделать хирургическим путем. Да. Но вообще это исключение. Вы знаете, когда люди, они начинают из исключения делать правила, становится проблема большая. Например, Анания и Сапфира умерли за то, что солгали Духу Святому. Скажите, это правило или исключение? Конечно, исключение. Это исключение. Если бы это было правило, знаете, христиане бы как мухи мерли. Врут постоянно. Не вы, конечно, есть такие люди. Но это, слава Богу, исключение. Понимаете? Поэтому здесь тоже это вопрос исключения. Если кто-то себя посвятил, и ему не нужен брак, ему не нужна семья, и он себя посвятил и служит Богу, конечно, пусть так и будет, но это исключение. Если человек в семейных узах, он в брачных узах, и вдруг говорит, меня Бог призывает, я оставляю семью и иду служить, это очень странно. Я не думаю, что это от Бога. Это очень странно, по крайней мере. Наверное, он уже устал от своей жены или от мужа и хочет найти духовный предлог. Там же написано, что кто не заботится о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Знаете, так получилось, что я знаком, с людьми, которые, они оправдывали свой, сказали, что они заключили обет и посвятили себя Богу на служение. И знаете, во-первых, у этого служителя, который дал, якобы обет, хотя он несколько раз пытался жениться, но очень большие проблемы в его служении были у семейных пар. Очень. Он не мог их консультировать.
Вот люди к нему, он посвятил себя Богу, да, но к нему приходят, допустим, люди бегали ко мне с его церкви, чтобы я их консультировал, там, я говорю, слушай, ты хоть цветочек подари жене, и все, их семьи расцветали, просто из первого пункта моей консультации цветочек, понимаете, ну, потому что, ну, абсолютно, да, не было понимания, там, ну, и самое, да, что у этого человека, ну, сегодня, да, болезнь, рак, я не могу, может быть, конечно, это не связано, но рак простаты. Я, допустим, знал еще одну девушку, которая также говорила, я даю обет Богу, я не буду выходить замуж и посвящаю свою жизнь там на служение. Она действительно была очень знаменитый композитор, вот даже некоторые песни мы поем в церквях, вот ее. Но она умерла также от рака яичников. Знаете, ну Бог так устроил, что все-таки, ну, человек создан. Понимаете? Пастор Алексей, может быть, эти болезни... Может быть, но это мое наблюдение, я совпадение. Ну, знаете, я этим сегодня с вами поделюсь, может быть, кого-то спасу, знаете, вот от этого совпадения, знаете. Таких обетов, да. А этих обетов непонятных. Можно я уже закруглимся с этим вопросом? У нас не так много времени осталось. Просто Бог сказал изначально, что нехорошо быть человеку одному. Это вообще был его план. Изначально, от начала. Он создал мужчину и женщину не просто так. Он создал их для того, чтобы мы исполняли его вообще наиглавнее. Ну, одна из первых, да, плодитесь и размножайтесь. Это от Бога. То есть мы призваны к тому, чтобы... И жизнь, она может сложиться по-разному, обстоятельства, они могут быть разные. И то, что апостол Павел, он говорил, это как исключение. Если, например, обстоятельства не сложились так, что нет у тебя мужа, и не предвидится. Ну, реалистично смотришь, и где бы ему взяться, да? Или то же самое с женой. И он говорит, ну не отчаивайтесь, посвяти себя Господу и так далее. Но вообще каждый человек, он хочет иметь какое-то человеческое счастье, так скажем. Но если ты в этом не можешь найти, ищи в Боге тогда. Вот здесь вопрос, он в этом вот именно стоит. Хорошо, дальше пойдем. Кто такой служитель в церкви? Какая характеристика? Когда Иисус сказал своим ученикам, цари господствуют над вами, а между вами да не будет так. Кто хочет быть большим, будь слугою. Кто такой служитель? Ну, тот, который видит нужды других и помогает. И в Царстве Божьем, именно там, где царь Иисус, то этот человек, он занимает, ну, скажем, высшую иерархию, что ли. Если ты можешь служителем быть для других и один другого почитать высшим себя, поднимать. То есть вот и есть служение. Ты служишь. Если говорить о служителях, которые избираются, ну, там, на посвященное служение, Да, такие как лидерские позиции, епископ, там, пастор, то есть критерии. Они в Библии прописаны, эти критерии. Он должен быть там не пьяница, не бийца, не сварлив, муж одной жены и еще там несколько. Есть критерии библейские конкретно. Но также, я думаю, да, если, ну, может быть, здесь какой-нибудь есть такой вопрос, знаешь, может быть, с подковык, ну, такой вот, с каким-нибудь двойным дном, когда, может быть, человек, да, имея, да, ну, допустим, какой-нибудь характер, да, ну, не обрезанный, да, там, человек, может быть, скандалистом, и его не принимают, возможно, в команду служителей, там, в прославление или куда-то, ему говорят, там, изменись, там, и вот, а он там, ну, не понимает, что с ним, знаете, вот, ну, что это такое. У каждой церкви все-таки, да, есть, ну, мы не приходим, да, в монастырь со своим уставом. И есть все равно какие-то правила. У нас, допустим, в церкви есть прям прописанные правила служителя. Кто такой? Потому что сегодня, ну, и много понимания ложного у людей, что, а кто мне может запретить, там, да, допустим, ну, во-первых, да, и они все земные, знаете, попирают законы и говорят, да вот я хочу и все, почему вы мне запрещаете? Но есть определенные правила, критерии служителя, там, ну, мы прописали, там, не скандалист, там, ну, какой-то, там, ну, вот для себя, да, что это не означает, что ты никогда в церкви скандалить не будешь. Но, в принципе, мы знаем, допустим, берем человека, он ну, по крайней мере, может каяться, там, смиряться, ну, слышит пастора, слышит и поддается каким-то корректировкам.
то такого человека можно взять в команду служителей. А если человек не поддается никаким корректировкам, извините, да, и он попирает вообще все слова пастора, рекомендации какие-то, собеседования, то этот человек не может быть служителем. Я думаю, исчерпывающе. Да, я думаю, что достаточно. Все как бы трое. Следующий вопрос. В чем отличие неверующего от христианина, если они оба нормальные, адекватные люди? Ну, христианин, он будет жить вечно, а этот хороший, неверующий человек, он хороший, но он погибший. В этом серьезнейшая разница, потому что мы с вами имеем вечную жизнь по вере в Иисуса Христа. Человек хороший, альтруист, такой весь добрый. У него самый главный грех в человечестве – это неверие в Иисуса Христа. Да, еще также написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть наличие, так сказать, хотя о Духе Святом так говорить, как бы он личность, но присутствие Духа Святого в человеке – это критерий тоже, чем отличается. Да? Внешне, может быть, даже в поведении могут не отличаться. Но вот в одном Дух Святой пребывает, а в другом его нет. И Дух Святой направляет, руководит и так далее. Очень много есть людей хороших в этом мире. Я встречаю часто людей, которые, я думаю, ну если бы ты только был в нашей церкви, какой ты замечательный человек. Понимаешь, вот можно даже с десяток христиан променять на такого одного. Это шутка. Это шутка. Но есть хорошие люди, действительно хорошие. И вот хочется сказать, одного тебе не достает. Вот у тебя все замечательно, одного тебе не достает. К сожалению, хорошие люди тоже идут в погибель. И часто вот то, что они хорошие, это дает им повод считать, что у них все в порядке в отношениях с Богом. Что у них нет никаких проблем. Но если говорить о заповедях, то первая заповедь – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением и так далее. Но я думаю, что если такой вопрос, да, задается, то у этого человека, либо торговля в сердце, да, вот он, хочет и туда, и вот, не видит разницы, то, скорее всего, ты не пережил любовь Отца и не встретился с Господом. Ты не рожден свыше. И поэтому у тебя и непонимание, и там нормальные люди не пьют, не курят, и здесь в церкви, а какая разница-то? А разница, она просто огромная, она как пропасть. Разница вот именно в спасении, да, в Духе Христовом. И я все, что желаю этому человеку, мы тебя нисколько, да, не хотим там задеть никак, но мы искренне желаем тебе пережить встречу с Господом. И вот просто пережить вот это прикосновение Божие и стать другим человеком. Есть еще притча о пшенице и плевелах. Они, когда растут, они ничем не отличаются. Да? Просто потом приходят, написано, ангелы, и плевелы они выдергивают, а пшеницу собирают и так далее. Это такой пример. Я от себя, может быть, тоже добавлю, что, с моей точки зрения, одно из кардинальных отличий заключается в том, что, будучи здесь на земле, даже если ты хороший человек, проблемы, они и у хороших людей возникают, и хорошие люди, они страдают, и у верующего у него есть доступ к безграничной силе, которая воскресила Христа из мертвых. У тебя есть просто канал, ты можешь просить, у тебя есть упование, у тебя есть надежда, у тебя есть любящий Отец уже здесь на земле. А у неверующего есть только связи, хорошая семья, может быть, и так далее, которые очень ограничены по сравнению с Небесным Отцом. Это мое. Писание говорит, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден и не увидит жизни. Уже осужден. Вопрос, а можно микрофон сюда пока? Да, если можно быстрее, у нас 3 минуты. Я уже все запланировал, нам пора заканчивать. Вот тут про хороших людей говорили, а если встречает в церкви плохого верующего? То есть человек вроде верующий, но ведет себя плохо. И неверующий плохо себя ведет. Чем разница?
Но верующий, когда мы говорим верующий, то есть, когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы имеем вечную жизнь. На суд не приходим, так говорит нам Писание. То есть, там будет судилище Христово и так далее. Но это мы еще в теологию сейчас удалимся. Самое главное, что человек, который уверовал в Иисуса Христа, он получил жизнь внутрь себя. А то, что мы ходим также еще и во плоти, и вот, извините, косячим, да, вот, ну, иногда, ну, а куда деваться? У нас природа от Адама тоже есть, она же никуда не исчезла, но нам Писание говорит, поступайте по духу, не будете исполнять вожделение плоти. Ну, собственно, примерно так. Знаете, вот есть фильм, сейчас этот новый фильм про семью Гуччи. Там один из членов семьи, он такой был интересный, и про него сказали, ну, это же идиот. И тогда главный, кто в семье, сказал, но это наш идиот. Да, ну это наш идиот. Если он с ваших слов плохой христианин, и он в церкви, то на него оказывается влияние, и он в процессе. Возможно, он изменится. Возможно, и нет. Ну, как бы... Хорошо, последний вопрос. И на этом мы закончим с вопросами. Вопрос пришел раньше гораздо, но я подумал, что будет прям такой хороший для финальной стадии. Каким вы видите будущее церкви? Врата ада не одолеют ее. Да, такое комментировать, только портить. Церковь – это сообщество, которое всегда влияет. И я вижу будущее церкви, церковь будет влиятельна, еще более влиятельной, чем сегодня. Церковь, написано, свет, соль – это те вещи, которые оказывают влияние. Сущность церкви в том, что она оказывает влияние. Она распространяет благую весть, обращает людей к Господу. Я вижу, что будущее церкви, она будет еще более влиятельной, потому что приходит такое прозрение и понимание у людей, если говорить про Россию, что нужно получать хорошее образование, становиться лучшими специалистами, повышать свои компетенции, квалификацию для того, чтобы влиять в тех сферах, в которых люди призваны, проводить большую часть своей жизни, своей профессии и так далее. Поэтому я вижу, что церковь, она будет еще более влиятельной, чем сегодня. Я присоединяюсь ко всем словам. И если говорить о Церкви России, ну, практически все мы, наверное, кроме Сергея, да, мы первопроходцы, мы в первом поколении верующие. Ты же не в первом? Вот, он единственный. В третьем поколении. Да, он в третьем поколении верующий. А мы в первом все в основном, да. И я хочу сказать, что да, у нас сегодня есть у церкви какие-то перекосы, и мы видим там что-то неправильное, но в целом я все равно вижу динамику церкви, она начинает, как епископ говорит, она начинает делать, да, образование, качество, и я думаю, что в будущее в России именно церковь будет очень влиятельная, и очень скоро изменится вообще такое отношение, как секта. Я думаю, что очень скоро будет вообще нормальное отношение к верующим евангельским христианам, как и ко всем конфессиям. И мы первопроходцы. Давайте это пройдет Будут достойно. говорить, что вы самая хорошая секта. Аминь. Может быть, даже лучшая секта в мире. Вот. И я думаю, что нас ждут огромные победы, и главное, чтобы мы сегодня были готовы, да, вот, и наши сердца, и здания готовы были принять людей, которые будут жаждать Господа и придут. Аминь. И в заключение свое мнение тоже скажу по поводу будущего церкви. Мне видится церковь современной, что она будет меняться. Потому что мы говорим не только же про евангельскую церковь, а если вселенская церковь, в том числе наши братья православные, которые также верующие. Вопрос просто пришел, я улыбнулся, я уже его слышал. И вы знаете, перемены даже в православной церкви они есть. Церковь, которая меняется. Просто если ты не будешь отвечать современным
запросам общества. Общество, оно меняется так стремительно. И в нашем веке, вот сейчас, она меняется еще быстрее. И если люди просто, знаете, вот, например, на Западе, вот храмы, ну, например, англиканская церковь в Англии или протестантские церкви, такие более традиционные. Вот знаете, у нас, например, новоапостольцы вот тоже были. Здание закрылось. Почему? Потому что там просто никого не было. Они не могли содержать, они не могли платить даже за отопление, просто за какие-то коммунальные услуги, просто потому что там не было людей. И сейчас я вот смотрю, это просто такая тенденция, когда храмы, они закрываются, где-то открываются спортзалы, где-то бары. Я вот недавно смотрел, каток открыли, ну, ездят люди, лед, то есть поставили холодильную установку, кругом витражи такие, как-то все это... Вот, и если церковь, она не будет меняться, любая церковь, ну, она просто умрет. Еще раз, Евангелие, послание, оно неизменно, всегда. Но способы и методы донесения, они меняются. Все, давайте мы поблагодарим наших гостей. Мне вообще понравился формат, было классно. Не знаю, как вам. Все, что не понравится, мы потом вырежем, выложим, как бы, я шучу. Да, режьте. Хорошо. И последний вопрос мне задали, мы уже как бы закончили, я просто его слышал, но не могу его не задать. Сергей Анатольевич, Кэтрин Кульман, это ваша бабушка? Мне столько раз этот вопрос задавали. Как вы хотите? Мне просто нравится история, когда один из пасторов, ты, может быть, ты сам расскажешь, когда у тебя Мацула спрашивал... Ну, это было в Биробиджане, там проходила определенная пасторская конференция, мы с женой немножко опоздали, пасторы уже все сидели, мы заходим, и Мацула там уже начал и ведет, и Андрей Горшков там пастором как раз был, и он говорит, а вот тот самый, который внук Кэтрин, ну, то есть мы заходим, и Мацула сразу такой, а я вашу бабушку знал, я с ней встречался. Тогда я говорю, нет. Моя бабушка, нет, это моя бабушка по-другому. Нет, однофамилец просто. Хорошо. Еще раз спасибо всем пасторам. У нас вообще вот официальная часть, она закончена. Я не знаю, если у вас еще есть время, потому что время 9 часов уже. Да, как бы, ну, я думаю, пастора, они... До четверга никуда не торопятся, как бы у них самолет только в четверг. Поэтому, если вы хотите, можно еще остаться, можно подойти. Мы возьмем личное время, может быть, какое-то. Ну, коротко. Я понял, как бы недолго. Но просто никто не уходит, я как бы в растерянности. Идите домой.